воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Мы по-прежнему остаемся в домашней студии, ведь самоизоляцию еще никто не отменял. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Число заболевших коронавирусом перевалило за 1000. В республике вводится особый масочный режим. То есть любое появление в общественных местах обязательно ношение маски. Вахтовики из Якутии еще в ожидании рейсов. Туристы из-за рубежа возвращаются домой. Работы нет, денег нет, вернуться домой. Самоизоляция не отменяется как минимум до 12 мая. Дождались, пока развалится сам. Пережил 2 войны, но не выдержал беспечности. То есть он не просто аварийным является, он является опасным для наших граждан. Старый центр без дома Тихониных. Почему вековое здание несколько раз лишали статуса памятника архитектуры и потом его вновь возвращали? Можно ли возродить историю? Неужели застройщик не подумал, что арендаторам может не понравиться такое соседство? Удивительно, все сгорело, документы сгорели, деньги сгорели. Не сгорел священный Коран. Священное Писание не подвластное пламеню. Пожар в Абзалиловском районе уничтожил жилой дом, но оставил нетронутым книгу Корана. Его обнаружили на пепелище. И рокировка в Салавате. У него есть определенный потенциал, который иногда не может, так скажем, развиться, если вот не станет он главным тренером. Томми Ламс и Николай Цулыгин поменялись местами. Новый тренер и новый состав юлаевцев. Кто улетел и уже больше не вернется в клуб. Ну и начнем с последней информации к этому часу. Ради Хабиров принял решение ограничить круг своих контактов практически до нуля и сдал тест на COVID-19. На то есть веские причины. Сегодня ночью стало известно, что диагноз коронавирус подтвердился у вице-спикера башкирского парламента Рустема Ахмадинурова. Он госпитализирован в больницу с пневмонией. Его состояние оценивается как средней тяжести. Рустем Ахмадинуров в штабе «Единой России» с первых дней эпидемии организовал работу волонтеров. Еще ночью предприняли меры безопасности в штабе, провели дезинфекцию и изолировали круг контактов, написал глава Башкортостана у себя в соцсетях. При этом Ради Хабиров сообщил, что сам продолжает работать с прежней интенсивностью, все совещания отныне в видеорежиме. Что же касается штаба, то он не свернут, работает в прежнем режиме, в офисе уже появились новые волонтеры. И сегодня Оперштаб сообщил новые данные по коронавирусу. За минувшие сутки вновь побит антирекорд. Плюс 10 633 зараженных COVID-19 в 85 регионах России. В Башкортостане же выявили 87 новых зараженных коронавирусом. Таким образом, в регионе уже больше 1000 случаев заражения. 438 человек проходят лечение в стационарах республики, 31 пациент в тяжелом состоянии, 19 из них находятся под аппаратом искусственной вентиляции с легких. С выздоровлением за сутки выписано 2 человека. Таким образом, за все время пандемии 185 жителей республики смогли победить болезнь. Новых летальных случаев не выявлено. Количество смертей от COVID-19 в регионе остается прежним. Это 14 человек. Между тем, в инфекционной больнице, что возводится под Уфой, уже начата внутренняя отделка первого корпуса, уложены чистые полы. Остальные корпуса, всего 7, находятся в процессе сборки. Из сэндвич-панелей их собирают. На неделе был полностью завершен этап работ под землей. Идет устройство наружных сетей постоянной дороги дублера, которая будет пролегать параллельно основной и отделена елями. На объекте сейчас трудится 620 человек круглосуточно в несколько смен. Первый пациент поступит в новую инфекционную лечебницу 25 мая. Строители используют быстровозводимые материалы и гарантируют их качество на срок до 50 лет. Российские туристы возвращаются домой, вахтовики в ожидании рейсов, а вот режим самоизоляции может быть ослаблен поэтапно. Предварительно названа дата 12 мая. Об этом на неделе заявил президент страны Владимир Путин. Сегодня в Уфу прибыл очередной рейс из Таиланда. Стоит отметить, что на борту лайнера были жители не только нашего региона, но и соседних. Все они отправились из аэропорта Уфы к себе на родину, а вот наши земляки были направлены в обсерватор на 2-недельный карантин. С подробностями наш корреспондент Анастасия Ильчебаева.
Будущих постояльцев обсерватора легко узнать по загару. Кто-то под тайским солнцем нежился всего месяц, отправились в отпуск. А кто-то уехал туда жить и работать еще в прошлом году. И возвращаться, если бы не пандемия, не собирался. Улетел в июле прошлого года, вот сейчас вернулся. А денег нет, работы нет, денег нет, вернулся домой. Все заведения ничего не работают, негде работать. В Уфимском аэропорту их встречают не родственники, а сотрудники Госкомтуризма и Роспотребнадзора. Рейс из Пхукета доставил в Россию 116 туристов. Перед посадкой в Уфе самолет уже приземлялся в Ростове-на-Дону, высадив около 20 пассажиров. Остальные прилетели в Башкортостан. Но лишь 15 из них наши земляки. Они отправятся в обсерватор в Юматово. За другими приехали автобусы из Удмуртии, Татарстана, Ульяновской, Оренбургской, Нижегородской областей. Еще часть туристов полетят до конечной точки рейса – Екатеринбурга. Я улетела на карантин, очень легко улететь, но я жалею. Улетела 19 марта. В Таиланде это не так депрессивно проходит, как в России, не столько угнетений и нагнетений. Но все-таки решили вернуться домой. Процесс непростой, но очень организованный со стороны России. Отдельные вывозные борты, их еще будет не один и не два из разных уголков мира, в связи с тем, что жителей России очень много по всему миру. Нужно обязательно, как совет, смотреть сайт госуслуг. Все вывозные рейсы публикуются. Также можно заходить на сайт Государственного комитета по туризму Республики Башкортостан. Мы публикуем регулярную информацию. Застрявшие жители Башкортостана есть и в России. 1800 вахтовиков в разгар пандемии находятся в Якутии на Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Ради Хабиров поручил организовать их проезд и подготовить места для двухнедельной самоизоляции. С большой долей вероятности среди рабочих есть носители инфекции COVID-19. На месторождении зафиксирована вспышка заболевания. Сразу по прибытию у всех будут взяты анализы для лабораторных исследований на коронавирус. С просьбой организовать переезд рабочих к региональным властям обратился генеральный директор компании «Строй-Транснефтегаз». Мы даже не задумываясь, мы их всех, конечно, возьмем. Это наши братья, это наши все дорогие наши жители Башкортостана. Но это большой объем работы. И совершенно точно из этой 1800 человек у нас произойдет определенная часть людей, уже, как мы понимаем и знаем, она уже инфицирована. Это ляжет очень серьезной нагрузкой на систему здравоохранения. Но мы подчеркиваю, это все наши люди, мы их всех берем обязательно. Кто болеет, подлечим. Кто не болеет, посидит, обеспечит нормальное питание. Посмотрите, чтобы телевизоры были. Еще раз, они и так уже умотанные. Ради Хабиров также поручил усилить контроль за распространением новой коронавирусной инфекции в больницах, за соблюдением норм противоэпидемиологической безопасности в социальных учреждениях. Персональная ответственность лежит на главах администраций городов и районов. С 4 мая в Башкортостане вводится масочный режим. Средства индивидуальной защиты должны носить все люди в общественных местах. Руководитель республики также попросил жителей отложить посещение кладбищ. День поминовения, которому установлено 2 мая, перенесен на более благоприятное время. А доехать до садов и огородов можно без ограничений. Вместо прежних 90 минут на дорогу теперь дается 3 часа. Мы делаем это для того, что мы, в принципе, сегодня очень приветствуем, если люди с городов будут выезжать на свои дачные участки, садовые участки, свое индивидуальное жилье, разумеется, при сохранении там режима изоляции. Поэтому, поручая главам муниципалитетов внимательно оценить необходимость, это городские, конечно, округа прежде всего, необходимость организации вот в эти праздничные дни общественного транспорта с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. А Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить процедуру выхода из режима самоизоляции. Дата назначена на 12 мая. Отмена будет проходить поэтапно. Президент подчеркнул, что все зависит от текущей эпидемиологической ситуации в регионах. Между тем, 6, 7, 8 мая остаются нерабочими днями с сохранением зарплаты. Важно по-прежнему продолжать строго соблюдать режим самоизоляции по всей стране, заявил глава государства. И, наконец, ключевое, о чем хочу сказать, подводя итоги прошедших недель. Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов. Путин дал поручение правительству провести совместную работу с регионами по подготовке общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов людей и роста экономики. Также должен быть разработан новый пакет мер поддержки бизнеса. Президент подчеркнул, что министры и губернаторы несут персональную ответственность за реализацию этих мер. Несмотря на то, что уже названа дата, когда, возможно, будут введены послабления, все это в первую очередь будет зависеть от того, пересидят ли россияне дома майские праздники. Анастасия Чебаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Новости. Уфа.
Ну а сейчас о других событиях недели, без которых картина была бы неполной, новости короткой строкой. Итак, новое уголовное дело почти на 20 миллионов рублей. Эдуард Сафин, сын известного хоккейного тренера, едва успел освободиться из мест не столь отдаленных, так уже вновь попал за решетку. На выходе из колонии его встретили сотрудники МВД и привезли в Кировский суд для избрания меры пресечения уже по новому делу. Среди 5 потерпевших числится хоккеист Андрей Кутейкин. Сумма долга перед спортсменом 8 миллионов рублей. Напомню, ранее за мошенничество в особо крупном размере обвинение просило наказание для Сафина до 5 лет тюрьмы. Мужчина же получил наказание в виде 2 лет лишения свободы. Мужчина, пользуясь авторитетом отца, брал в долг крупные суммы, но деньги так и не вернул. По новому делу уже проведена очная ставка с одним из потерпевших. Еще одна скандальная история, в центре которой оказался человек, казалось бы, не бедный, произошла по улице Ленина. Но вот рассудите сами. На этих кадрах мужчины заезжают на элитной иномарке BMW X6 прямо на тротуар. Затем подходят к окошку кафе и, как ни в чем не бывало, забирают выставленный для клиентов бесплатный антисептик и уезжают в неизвестном направлении. Интернет-пользователи уже прозвали хулигана бедным мажором, на которого полицейские уже составили несколько протоколов. Как выяснилось, внедорожник не был зарегистрирован, как положено, в ГИБДД. Так что экономит владелец, как оказалось, не только на средствах гигиены. Громкое уголовное дело об убийстве матерью собственного ребенка передано в Верховный суд Республики для рассмотрения по существу. Женщина, расправившаяся со своим годовалым сыном, признана вменяемой. Результаты экспертизы сообщили в прокуратуре Башкортостана. Напомню, трагический случай произошел в августе прошлого года. По версии следствия, 29-летняя женщина проснулась от плача своего малыша и начала его душить. Позже мать закопала тело крохи у себя во дворе и, позвонив в полицию, сообщила, что ее ребенок пропал. И лишь после прохождения исследования на полиграфе мать созналась в убийстве. Сегодня в Дуванском районе в ДТП попали 2 родных брата, один из которых погиб на месте аварии. По одной из версий, 31-летний местный житель, двигаясь за рулем Toyota Corolla в направлении села Лимизы, при выходе с левого поворота допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Его пассажир, 27-летний родной брат, госпитализирован. Причина аварии выясняется. А вот одна из оживленных улиц столицы вскоре станет безопаснее. В Уфе появится новый подземный пешеходный переход. Он соединит монумент Дружбы с набережной. Сейчас идут земляные работы, устройство тоннельной части. Длина перехода составит 110 метров, ширина 5 метров. Из-за строительства подземного перехода пришлось перекрыть 4 полосы движения по улице Сочинской. Ограничение будет действовать до конца лета. И вот эти кадры выложил у себя на странице в Инстаграм музыкант Ренат Рамазанов. Сняты они на пепелище сгоревшего дома в селе Аскарово Абзивилловского района. И вот что интересно, на месте пожара обнаружен полностью уцелевший Коран. Огонь поглотил всю мебель и стены, но не тронул страницы священного писания. На углях обнаружили фотографию шейха Мехмета, страница обгорела вокруг, а вот лицо оказалось нетронутым. Хозяйка дома Рахиля Апаева верующая женщина, сейчас она постится, и произошедшее называют не иначе как чудом в месяц Рамадан. Сейчас организован сбор средств пострадавшей. Вот лидер группы «Аргамак» был на месте как раз-таки с такой благой миссией помощи. В Уфе же разрушается старинный дом Тихониных, но здесь пожар ни при чем. На днях обвалилась крыша здания и якобы от ветра. Именно так пояснила комиссия, которая выезжала на место. Вообще история со сносом здания, которому уже больше 100 лет, здание, кстати, находится в исторической части города, на улице Коммунистической, уже напоминает настоящий сериал. Несколько раз здание лишали статуса памятника архитектуры и столько же раз его возвращали. Но вот все-таки не уберегли. А какая судьба ждет теперь дом Тихониных, знает Лилия Курбанова. А это просто-напросто обычный дом. Вот. Мое мнение, конечно, я не знаю истории его этого дома, может, оно и представляет какую ценность, но вот для меня нет. Простояв больше века, памятник архитектуры потерял свою ценность для местных жителей. По факту он пережил 2 войны, но не выдержал беспечности. В 1890-х годах этот дом построили братья Тихонины. Они известны тем, что держали свою хлебопекарню. Есть версия, что на 1-м этаже было торговое помещение. Очень много зданий, которые требуют, тоже являются какой-то исторической ценностью, и которые требуют восстановления, но почему-то
они также остаются, они, в принципе, не нашей власти, никому это не интересно, не нужно. Сейчас дом Тихониных больше похож на инсталляцию равнодушия, но сохранились фотографии и снимки, сделанные всего несколько лет назад. Двухэтажное здание декорировано в кирпичном русском стиле конца 19 и начала 20 века. Его ценность, согласно документам, выявили в 1992 году работники научно-производственного центра по охране памятников. Позже дом Тихониных включили в перечень объектов культурного наследия. Здание было жилым, его расселили около 10 лет назад. Ну, конечно же, это не сильный ветер, на который вот тут вот жалкое оправдание чиновников, что вот там ветер дунул, там и все, это прямо смешно. Это сказка «Три поросенка», да, там волк дунул, и там соломенный дом упал там и так далее. Да. Вот люди при трещинах же не жили. Почему-то они вот резко пошли, когда людей расселили. Как-то помогли образоваться, значит, перепилили какие-то вот внутренние конструкции, чтобы трещины стали быстро пошли в рост. Застройщик квартала хотел снести объект еще в конце 2017 года. Но дом внесли в реестр памятников архитектуры. Спустя год компания через суд лишила постройку этого статуса. Позднее власти вновь внесли дом Тихониных в перечень объектов культурного наследия. Осенью прошлого года арбитражный суд Башкортостана принял решение о лишении здания статуса памятника и снова вернули. Желание у нас есть обеспечить безопасность в нашем квартале и обеспечить надлежащий и красивый облик нашего квартала. Мы готовы его воссоздать по образцу, понятно, из нового материала, но на примере таких же домов, как у нас в центре Уфы устанавливаются. Действительно ли застройщик собирался реставрировать или возводить заново дом Тихониных, утверждать или отрицать мы не будем. Но что видно? Высотка довольно плотно стоит рядом с историческим зданием. При этом первый этаж новостройки – это коммерческая недвижимость. Возникает вопрос, неужели застройщик не подумал, что арендаторам может не понравиться такое соседство? В день, когда крыша дома Тихониных обвалилась, на место прибыли службы. Официально виноват ветер. Объект оцепили. На сегодняшний день, в том виде, в каком он существует, он практически утрачен. То есть он не просто аварийным является, он является опасным для наших граждан. Каков будет юридический механизм, мы будем прорабатывать с городом, с застройщиком, со всеми заинтересованными лицами, с нашим подведомственным научно-производственным предприятием. Объект выставлялся на торги 5 лет назад. С местным застройщиком был заключен договор аренды сроком на 25 лет в условиях проведения работ по реставрации в течение первых 3 лет. Спустя 2 года договор аренды расторгнут арбитражным судом. Сейчас дом Тихониных – собственность города. Сейчас объект включен в прогнозный план приватизации в целях его дальнейшей реализации в собственности. Ведутся переговоры, что будет с этим домом дальше, что мы с ним будем делать. То есть реставрируем или же отдаем обратно арендатору. То есть этот вопрос пока открытый. Многоэтажные безликие коробки. Так называют новостройки люди, которые ценят историю, которой с каждым днем все меньше. Дом Тихониных несколько лет очень тихо разрушался. Чья это вина? Арендатора, города или кого-то еще. Впрочем, сейчас главная задача не найти крайних, а разобраться, кто сможет возродить историю, чтобы от старого центра не осталось одно лишь красивое название. Лилия Курбанова, Артур Елаев, Булат Закирьянов. Новости Уфа. До Дня Победы остается ровно 5 дней. Праздник со слезами на глазах в этом году будет особенным во всех смыслах этого слова. Из-за пандемии коронавируса мероприятие, посвященное 9 мая, пришлось подкорректировать. И лично поздравить ветеранов не получится. Но есть одно событие, которое произойдет несмотря ни на что. В республику 9 мая должны доставить звезду Героя России, присвоенную генералу Шаймуратову. Звание, за которое все эти годы бились не только ветераны, но и простые жители нашей республики. И вот в преддверии этого события мы решили чуть-чуть приоткрыть завесу тайны. Кто будет ее принимать и где эта звезда будет храниться. Подробности в материале Артура Шамсуддинова. Их руки – это их оружие, а потому рабочие будни спецназа Росгвардии проходят в постоянных тренировках. За годы существования более 100 военнослужащих были награждены боевыми орденами и медалями, а 2 получили звание Героев России. Сами спецназовцы говорят, быть лучшими их обязывают не только боевые традиции, но и имя отряда. То, что отряд боевой, имеет свой славный боевой путь,
И то, что носит имя генерала Шаймуратова, откладывает только положительный отпечаток на становление воинов-спецназовцев, также на патриотическое воспитание молодежи. Вполне справедливо, что бойцы именно этого отряда будут принимать звезду Героя России, присвоенную имени Гали Шаймуратову. Детали торжественной церемонии, в том числе и маршрут, по которому будут вести награду, пока держат в секрете. Однако доставить ее должны в Национальный музей. Звезду расположат рядом с орденами. У нас в Национальном музее Республики Башкортостан хранится красная звезда, орден Красной звезды Мингали Миназовича Шаймуратова, который был передан в 2016 году. Здесь же также мы видим рубашку Мингали Миназовича. Это вот подлинник, был передан его родственниками. Но, конечно, святыней среди всех экспонатов, посвященных 112-й Башкав-дивизии, является оригинал боевого знамени. Обычно он хранится в фондах, вдали от любопытных глаз. Специально ко Дню Победы его выставят в экспозиционном зале. Это было 22 февраля 1943 года. Шаймуратов вызвал меня к себе и сказал: «Лейтенант Валиев, приказываю вынести знамя из окружения в целости и сохранности». Мы вместе с 33 бойцами, не ввязываясь в бой, вышли из окружения. Немногие знают, что существовало несколько эскизов боевого знамени. Зарисовки долгое время хранились в Госархиве под грифом «Секретно». И лишь недавно также стали доступны широкой публике. Наряду с другими документами, проливающими свет не только на образование дивизии, но и личность самого генерала. Вот оригинальная его подпись. И вот из этой автобиографии, из этого его личного дела узнали вот много интересного. В том числе вот то, что он был командирован и в Китай. Но в этой автобиографии какие-то периоды выпадают. Оно и неудивительно. До Великой Отечественной Мингали Шаймуратов был военным разведчиком. Миссии выполнял не только в Китае, но и в Турции в качестве атташе. Многие данные того периода до сих пор хранятся под замком. Созданная им агентурная сеть действует по сей день. К концу учебы свободно владел уйгурским, казахским, немецким и китайским. Понимал английский и французский. В 1934 году грамотного и перспективного выпускника Академии направили военным атташе в Турцию. Для жителей Башкортостана нынешнее 9 мая будет во всех смыслах символичным. Днем победы не только над врагом, но еще и над бюрократической машиной. Отчасти награду генералу не давали из-за того, что формально он числился пропавшим без вести. Достоверно не были известны и точные обстоятельства его гибели. На сегодня в живых из дивизии Шаймуратова осталось всего 2 человека. Они вместе со служивцами все эти годы бились за присвоение звания героя своему легендарному командиру. И когда награду привезут в республику, со спокойным сердцем смогут сказать, что и этот день они приближали как могли. Артур Шамсудинов, Элина Садыкова и Азат Садриев. Итоги недели. Ну и напоследок о спорте. Николай Цулыгин лишился должности главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев», но при этом остается в команде. Новым наставником юлаевцев станет финский специалист Томи Ламса. Он уже отработал в клубе 3 сезона в качестве ассистента главного тренера. Серьезные изменения коснулись и состава команды. Все подробности расскажет Артем Кочешев. Николай Цулыгин больше не главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев». Под его руководством уфимцы дошли до финала конференции в прошлом году, а в этом преодолели первый раунд игр на выбывание. После 2 сезонов на столь ответственном посту наставнику предложена новая роль, а на его место встает Томи Ламса. Таким образом, в стане юлаевцев произошла рокировка. Я думаю, что Томис, мы видим, что у него есть определенный потенциал, который, иногда не может, так скажем, развиться, если вот не станет он главным тренером. Когда вот будет он главным тренером, этот потенциал заиграет, надеюсь, по-новому. Пока полный состав тренерского штаба официально не объявили, но различные источники в прессе уверенно сообщают, что помощниками Ламсы, помимо Николая Цулыгина, станут Михаил Васильев и Виктор Козлов. Первый возглавлял молодежную команду «Талпар», второй был ассистентом тренера Магнитогорского «Металлурга». Официально объявлено о том, с какими игроками продлены контракты. Приятная новость: на 1 год остается в составе уфимцев Александр Кадейкин, который задумывался об отъезде за океан. Переговоры проходили нормально. Понимание со стороны и клуба, и игрока было. Были определенные мысли
с продолжением игры в другой лиге, но пока вот Александр принял решение остаться в КХЛ и остаться играть в нашем клубе. Новые контракты с клубом заключили также Петр Хохряков на 2 сезона и Павел Коледов на 1. Уже точно покинут команду Лена Сумарк, Захар Арзамасов, Артем Сергеев и Максим Майоров. Александр Бурмистров возвращается в Акбарс. Саша благодарна за те 2 сезона, которые он провел в клубе. К нему никаких нет вопросов. Он решил вернуться на родину. Мы желаем ему удачи и всего самого хорошего. Официальной информации о новичках пока нет. Одним из них может стать Михаил Воробьев. Но у него действующий контракт в НХЛ до 1 июля. С целым рядом игроков переговоры еще ведутся. Артем Кочешев, Артур Елаев. Итоги недели. Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что с 4 мая в республике начинают действовать особый масочный режим. Это значит, что в любые общественные места, в магазины, аптеки, больницы можно будет войти, только надев маску. Берегите себя и оставайтесь дома вместе с каналом БСТ. До встречи в эфире.